Добрый день, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Казахстанец, сбежавший из киргизской тюрьмы, подорвал себя гранатой. Как оказалось, он член подпольной террористической группировки, готовившей серию взрывов в Кыргызстане. Партия Исламского возрождения Таджикистана обратилась к странам-гарантам Межтаджикского мирного соглашения, а также генеральному секретарю ООН с просьбой оказать давление на Эмомали Рахмона. В Туркмении разрешили проводить митинги протеста, если недовольные в этой стране. Всем без исключения таджикским мигрантам предложили из России тихо возвратиться на родину до февраля 2017 года. Обращение распространила новая националистическая группировка. В Липецке осуждены студенты-националисты, напавшие на 4 мигрантов из Узбекистана. Очередное предсказание в стиле «зимы не будет». Киргизские экстрасенсы требуют захоронить мумию Анфису из музея, иначе стране грозят катаклизмы и ураганы. На прошлой неделе стало известно, что из киргизской колонии поселения сбежали 2 казахстанца, осужденные за подделку документов и нелегальное пересечение границы. Накануне сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана обнаружили одного из них на окраине столицы, однако при задержании беглец подорвал себя гранатой. 24-летнего Альберта Апхина силовикам удалось отыскать в одном из жилмассивов на окраине Бишкека. Однако преступник предпочел не сдаваться. По данным ГКНБ, 2 казахстанцев бежали из колонии поселения еще в апреле этого года. В ходе поиска выяснилось, что беглецы примкнули к подпольной террористической организации и готовят серию терактов в столице. 26 июня силовики обнаружили террористов в центре Бишкека и попытались произвести задержание, однако преступники открыли ответный огонь и, угрожая гранатой, скрылись. Второй беглец, 28-летний Жанбулат Амиров, сейчас находится в розыске. Киргизские спецслужбы не исключают, что он продолжает готовить теракты. Ориентировки на него получены всеми силовыми подразделениями города и области. Фотографии транслируются по СМИ. Чекисты просят быть граждан внимательными. Что же это за подпольная террористическая группировка, внезапно объявившаяся в столице Киргизии? И какие у нее были планы подрывов? Какая идеология двигала 2 казахскими террористами? На вопросы отвечает пресс-секретарь ГКНБ Кыргызстана Рахат Сулайманов. Госкомитетом национальной безопасности Кыргызстана проводится мероприятие по выявлению, пресечению и предупреждению деятельности экстремистских, также террористических организаций. И сотрудниками Госкомитета были установлены 2 граждан Казахстана, которые они являются членами подпольной террористической организации. Эти граждане Казахстана намеревались организовать террористические акты на территории Казахстана. Но какие террористические акты они планировали, это все выяснится после следственных мероприятий. Мы пока в этом плане комментировать не будем. Спустя 25 лет после принятия Туркменией суверенной конституции гражданам наконец официально разрешили проводить массовые митинги и пикеты, хотя это право изначально было заложено в основном законе. С массой оговорок населению Туркмении разрешили прилюдно выражать свое недовольство властью. Чтобы организовать митинг, к примеру, в Ашхабаде, нужно быть совершеннолетним, несудимым гражданином страны, постоянно проживающим в ней, или организацией, не имеющей иностранного финансирования. За 10 дней до акции подать уведомление властям, не приближаться ближе 200 метров к резиденции президента, парламента, правительства или телевидению. Также нужно позаботиться, чтобы пришедшие на митинг участники не имели ничего в руках, что могло бы использоваться в качестве оружия, но при этом не носили масок, платков или больших черных очков, что может органам потом затруднить опознать личность недовольного. Сомнительно, что при таких ограничительных условиях кто-то отважится на митинг в Туркменистане. Например, учителя, которых отозвали из летнего отпуска, чтобы они, собрав детей, стали массовкой на открытии туркменского Диснейленда, точно не будут возмущаться, иначе уволят. По сообщению альтернативных новостей Туркменистана, педагогов неофициально отозвали из отпусков, чтобы они успели к 4 июля, открытию в курортной зоне Аваза местного Диснейленда, собрать детей для массовки. Возражения педагогов о стоящем на улице 50-градусном солнцепеке и нарушении чиновниками трудового кодексов не смутили никого. Один из директоров города Туркменбаши прямо спросил учителей, неужели они против политики президента, знают ли они, что бывает с теми, кто идет против его политики.
Нападки на мигрантов из Центральной Азии, а точнее из Таджикистана в России, продолжаются. После недавно вспыхнувшего скандала со статьей в еженедельнике «Аргументы и факты» стало известно о новом факте угроз таджикским мигрантам. Организация таджиков России получила письмо от националистов с требованием убираться на историческую родину. Некая группа «Народный фронт» направила письмо в Организацию таджиков России, предложив всем им подумать о возвращении к себе домой, сообщает Узади. «Мы понимаем, что миллионы таджиков накрепко осели в России», говорится в письме, «но мы предлагаем всем гостям, легальным и нелегальным, давно прописанным и недавно зарегистрированным, вместе с половинками и отпрысками спокойно и тихо возвращаться на историческую родину, к родным пенатам, не дожидаясь февраля 2017 года, так как в октябре будет уже поздно». В письме также отмечено, что не нужно будить русского медведя, который не готовится к прыжку, а ломанется внезапно от малейшей искры. Еще в августе 2013 года два липецких студента, вооружившись топором и ножом, напали на 4 узбекских мигрантов-строителей, спавших в металлическом вагончике на стройке. Проследив несколько дней за рабочими и надев маски, 16- и 18-летние студенты колледжа пошли на мокрое дело. Двое молодых людей ворвались в строительный вагончик. Дверь националистам открыл один из мигрантов, который сразу же получил удар в глаз ножом. После этого преступники зарубили топором 28-летнего его брата. Еще одного ударили топором по голове, а второму ножом проткнули легкое. В итоге одна жертва скончалась, второму удалили глазное яблоко, еще двое получили тяжелые ранения. Националист, орудовавший топором, получил 8 лет строгого режима, его напарник 7. Оказалось, что у преступника во время задержания была изъята электронная книга с закачанными в нее книгами азбука фашиста, Адольф Гитлера России и русских, некоторые рекомендации по уличному насилию, уроки террора для начинающих и тому подобной правой литературы. У одного из них была обнаружена на компьютере фотография с вытянутой вперед рукой в медицинской маске. Далее коротко о новостях в Центральной Азии. С 6 по 13 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет турне по странам Центральной Азии, с главами которых будет обсуждать вопросы борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. С 8 по 10 июля он будет участвовать в саммитах Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, которые пройдут в Уфе. Германия до 2020 года окажет финансовую помощь Таджикистану в размере 190 миллионов евро. Об этом заявил посол Германии в Таджикистане Хольгер Грин. Также он подчеркнул, что Германия как член Евросоюза заинтересована в сохранении стабильности во всем центральноазиатском регионе. В Афганистане бригадный генерал Абдул Сама задержан полицией по обвинению в контрабанде около 20 килограммов героина. Казахстан выделил почти 40 тысяч грантовых мест в вузах для абитуриентов нынешнего года. Как и в предыдущие годы, в госзаказе преобладают технические специальности, более 40%. В Худжанде изнасилована и убита 6-летняя девочка. Тело было обнаружено на территории гаражей. По горячим следам, по подозрению в совершении данного преступления был задержан 53-летний мужчина, проживавший по соседству с девочкой. Ранее он был трижды судим за преступления сексуального характера. В Кыргызстане объявлен сбор средств по одному сому на выплату штрафа журналиста в размере 2 миллионов сомов в пользу президента республики. Партия Исламского возрождения Таджикистана ради сохранения мира в республике и желая избежать усиления радикализации Центральной Азии обратилась к странам-гарантам Межтаджикского мирного соглашения – Ирану, Казахстану, Афганистану, Пакистану, Кыргызстану и Туркменистану, а также генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, ОБСЕ, Организацию исламского сотрудничества и Европейский Союз с просьбой вмешаться во внутренние дела Таджикистана и оказать давление на правящий режим. Описывая действия властей Таджикистана относительно отдельных лиц, партий, оппозиционных политических и религиозных групп, ПИФТ обращает внимание мировой общественности на то, что всех членов партии сначала лишили мест в органах исполнительной и законодательной власти, а теперь, используя незаконные методы давления, пытаются полностью закрыть оппозиционную партию. Это противоречит не только международной практике, но и Межтаджикскому соглашению, заключенному 18 лет назад. И это же угрожает всей Центральной Азии. Тысячи людей, утратив надежду из-за отсутствия верховенства закона, справедливости и возможности свободной политической и экономической деятельности, покинули страну. Другая часть присоединилась к радикальным группировкам. Органы государственной власти Таджикистана совершают политические ошибки, которые способствуют развитию негативных последствий, как в стране, так и в регионе в целом. Можно сказать, что несостоявшийся опыт мира и единства таджикской нации, который был достигнут при поддержке мирового сообщества, негативно повлияет на ситуацию в стране и регионе в целом.
Могут ли на практике страны-гаранты соглашения, а также международные организации как-то повлиять на внутреннюю ситуацию в Таджикистане? Имеется ли хоть призрачная возможность, что партия останется на политической сцене республики? Мнение политолога и журналиста Андрея Серенко. Обращение руководства ПИКС к странам-участникам контактной группы по Таджикистану, на мой взгляд, конечно, это скорее жест отчаяния, потому что собственными силами, с помощью собственных ресурсов внутри страны, внутри Таджикистана, ПИКС вряд ли сможет справиться с тем кризисом, который вокруг этой организации искусственно создала нынешнее руководство республики. Я думаю, что эта идея вряд ли получит широкую поддержку или заметную поддержку в этих странах контактной группы. Боюсь, что, может быть, за исключением Ирана, в других странах предпочтут это обращение не заметить. Не очень верю в то, что Российская Федерация и ее представители откликнутся в том ключе, в котором хотели бы лидеры партии исламского возрождения Таджикистана. Боюсь, что вот тот курс, который взял Эмомали Рахмон, его руководство, его команда, то есть курс на зачистку ПИКС, на снятие этой партии как политической силы с партийной доски республики, он на самом деле сегодня практически не встречает реального сопротивления, и боюсь, что до конца года партия исламского возрождения может быть тем или иным образом ликвидирована как политическая структура в Таджикистане, и, соответственно, ее членам придется либо признать поражение и самораспуститься, то есть там отказаться от продолжения политической деятельности в рамках своей программы, которую ПИКС провозглашал, ну, либо тогда уйти на нелегальное положение и как бы продолжать деятельность этой партийной организации уже вне рамок закона и, соответственно, как бы под серьезной угрозой продолжения и ужесточения репрессий. Кыргызстану грозят ураганы и катаклизмы, если не перезахоронить мумию девушки из Национального исторического музея, сообщил киргизский общественный деятель Мелис Арыббек. Речь идет о мумии девушки, обнаруженной во время раскопок в 1955 году. Найденное тело было передано в исторический музей столицы, где хранится до сих пор. Несмотря на то, что ученым за 60 лет так и не удалось установить имя мумии, медиумы Кыргызстана сумели не только узнать, кем она была, но и установили с ней постоянную связь, передает слова медиума в «Вечерний Бишкек». На связь с духом усопшей якобы выходит экстрасенс Талайгуль Нарсек-Кызы. По ее словам, это мумия баткенской царицы Анфисы. Она являлась третьей супругой фараона Аманхотепа. Ей было 27 лет, когда ее отравили другие жены фараона. Вместе с ней в могильник положили ценные вещи. Дух мумии в течение 60 лет умоляет вернуть ее на прежнее место, на вечное пребывание. В течение всех этих лет киргизские медиумы ценой неимоверных усилий удерживали ее от различных злодеяний, но сейчас она рвется наружу. Достоверные, точные информации мне сказали, что надо похоронить побыстрее. Срок был до 7 месяца, значит это июль, вот уже июль, наступил июль, это летний месяц. Но я не знаю, что они там программируют. В общем, мне сказали, до июля надо похоронить. Нам готовится новая программа. Как агент, оттуда я могу сказать точно, нам готовится для человечества, для всего человечества готовится новая программа. Мы на пороге этой новой программы. Как только мы похороним ее, она уйдет от нас, мы попрощаемся с ней, она заберет все эти свои проклятия. И вместе с этой проклятием мы избавимся от проклятий фараона, наконец-то, и от проклятий Бога, который напал на это человеческое. Экстрасенсы также подчеркнули, что вместе с мумиями из скотомогильников выползают вирусы, которые уничтожают все на своем пути. Вирусы проникают в сознание людей, делая их агрессивными и неимоверно алчными. Поэтому в Кыргызстане нет покоя, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, заключили медиумы. Это были актуальные новости Центральной Азии. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.